Обитатели Аль-Айки и были народом Шуайба. Некоторые толкователи Корана, например, Катада и другие, утверждали, что обитатели Аль-Айки были отдельным народом, который не следует путать с мадьянитами. Однако подобные утверждения не имеют под собой оснований. Доказывая свою правоту, эти толкователи приводят два довода. Первый. Они ссылаются на аяты, в которых сказано: «Обитатели Аль-Айки сочли посланников лжецами». Вот сказал им Шуайб: «Неужели вы не убоитесь?» Сура 26, аяты 176 и 177. И говорят, что здесь Шуайб не был назван их братом, то есть соплеменником, как, например, в другом аяте: «И мы послали к мадьянитам их брата Шуайба». Сура 7, аят 85. Второй. В Коране упоминается, что кара постигла обитателей Аль-Айки в тот день, когда появилась тень, тогда как наказанием мадьянитам послужило землетрясение или вопль. В ответ на первый довод можно сказать, что после слов «обитатели Аль-Айки сочли посланников лжецами» Шуайб не был назван братом этих людей, поскольку Аллах характеризует их как тех, кто поклонялся роще. В этом случае упоминание о братстве вряд ли уместно. Когда же Аллах говорит об их принадлежности к определенному племени, упоминание о том, что Шуайб был их братом, то есть соплеменником, является допустимым. Указание на это отличие относится к числу ценных тонкостей толкования. Теперь, что касается упоминания о дне появления тени, которое они используют в качестве довода. Если бы это само по себе указывало на то, что обитатели Аль-Айки являлись отдельным народом, тогда упоминание о землетрясении и вопле указывало бы на то, что речь идет о двух разных народах. Однако подобного не говорит ни один из тех, кто хоть что-либо понимает в этом. Кроме того, Аллах порицает обитателей Аль-Айки за обмеривание и обвешивание, как и мадьянитов, и это также указывает на то, что речь идет об одном народе, уничтоженном посредством нескольких наказаний, каждое из которых упоминается в зависимости от контекста. Аллах Всевышний сказал: «И поразило их наказание в тот день, когда появилась тень. Поистине это было наказание великого дня». Толкователи Корана упоминают, что в тех местах, где жили мадьяниты, началась страшная жара, и по воле Аллаха в течение 7 дней там не было ни единого дуновения ветра. От этой жары не спасали ни вода, ни тень, ни попытки людей укрыться в подземных ходах, и тогда, покинув родные места, мадьяниты бежали в пустыню, где над ними появилось облако. Они стали собираться в его тени, чтобы укрыться от солнца. Когда же все они собрались там, по воле Аллаха, из этого облака стали вылетать искры. В то же время под ними затряслась земля, а с неба раздался вопль, и все они погибли. Аллах Всевышний сказал: «И остались они лежать без движения в своих домах, будто и не жили там те, которые сочли Шуайба лжецом. Те, которые сочли Шуайба лжецом, они-то и потерпели убыток».